Если кто-то пока еще только собирает документы, многие ребята уже отдыхают в живописных местах Осетии. Например, в Дегорском ущелье. Лагеря Балс и Горец уже приняли второй поток отдыхающих. Сейчас в Ком-Арте весело, а самое главное с пользой проводят время порядка 120 подростков. К слову, этим летом там смогут отдохнуть 500 человек. Одни изучают историю родного края, другие познают азы военного дела. Но все как один говорят, лагеря Балс и Горец – лучшее место для отдыха. В том, что не преувеличивают, убедился мой коллега Хетак Плиев. Даниэла Нуридинова в лагере Горец отдыхает не первый раз. Каждый год ждет летние каникулы, чтобы приехать именно сюда. Здесь ей нравится все. В свободное время со своими друзьями изучает историю Осетии. Это часть программы для отдыхающих. Даниэла вспоминает, как первый раз приехала в Коми-Арт. Мне одноклассница подсказала, я решила приехать. И как-то с тех пор каждый год приезжаю сюда. А с тех пор это с каких? 3-й год подряд. Первый год мне как-то было не очень, но я решила приехать 2-й год подряд и не пожалела. И решила приехать 3-й год подряд. Надеюсь, может не последний. Изучают историю родного края ребята на практике. Когда позволяет погода, идут в походы. Кроме этого, девочки учатся печь остинские пироги, готовить блюда национальной кухни и плести национальные косинки. И это еще не все. У них проходят тренинги на командообразование, на выявление лидеров в команде. Также мы им даем информацию о государственной молодежной политике в нашей республике. Живут отдыхающие в этих домиках. В каждой комнате по несколько человек. За чистотой в спальнях следят сами. У нас каждый год здесь есть правила, кто-то один дежурит каждый день, и так по очереди. Например, сегодня девочка, которая спит здесь, потом которая спит там. Убираешь ими? Убираешь, что именно вот дежурная девочка, она именно подметет и помоет полы, а так каждый сам за своей кроватью. На самом деле здесь очень красиво, особенно на нашем балконе. Отсюда замечательный вид на горы, на лес, особенно утром здесь солнце светит, просто замечательно, свежий воздух. А вот ребята из лагеря Балс, что по соседству, проходят боевую подготовку. Здесь их знакомят с современными видами оружия, учат оказывать первую медицинскую помощь и ориентироваться на местности. В конце смены воспитанники будут сдавать непривычные для отдыха экзамены. В конце потоков сдают экзамен, зачет, получают какие-то бонусы в виде грамот, свидетельств о прохождении подготовки, и так далее. На самом деле мы пытаемся сейчас возродить то движение, которое было еще при Советском Союзе, юноармейское движение, которое не только готовит к службе в армии, потому что это период 16-17 лет, 18-летние ребят уже призывают на службу, но сейчас юноармейское движение включает в себя ребят и девчат с 8-летнего возраста. То есть наша задача воспитать из них настоящих патриотов, которые понимают и знают, что такое наша страна, что такое Родина, кто такой патриот. Обед здесь по расписанию, кухня одна, ребят кормят 5 раз в день, рацион тоже рассчитан. Директор базы признается, жалоб со стороны детей пока не было. Всегда тщательно выбирают, чем кормить отдыхающих. Сейчас чуть попозже уже появятся арбузы, дыни. Не включаем в рацион, потому что, обычно говорят, что первые арбузы не очень. Поэтому мы пережидаем вот этот первый период арбузный, а потом уже вот со второго потока уже будет закуп бахчевых культур, и будем более разнообразно будет. Одна смена длится около 3 недель. Сейчас отдыхающих в Ком-Арте порядка 120 подростков. Это второй поток. А всего за лето в лагерях Балс и Горец отдохнут 500 школьников. Те, кто здесь не первый раз, отмечают, это лучшее место для отдыха. Хетак Плиев, Александр Каджаев, Новости Осетии.